Пожалуй, нет ни одной страны, в которой бы сегодня не проживали чеченцы или не существовала бы чеченская диаспора. Наряду с украинской, русской, еврейской, греческой и немецкой, чеченская диаспора в настоящее время входит в десятку наиболее известнейших диаспор в мире. Подавляющее большинство покидало родину не по идейным соображениям, а просто в поисках лучшей доли. Но эту новую жизнь и яркую европейскую мечту на чужбине они так и не нашли. Большинство из них находится на грани нищеты, проживают в местах компактного проживания и антисанитарных условиях. Отношение к чеченским иммигрантам, в какой стране бы они ни находились, в самой республике неоднозначные. Одни считают их людьми, навсегда утратившими свои национальные корни, культуру, язык, традиции, людьми, которыми уже никогда не смогут адекватно влиться в чеченское общество. Другие, наоборот, уверяют, что, вернувшись на историческую родину, именно эти люди смогут привести в Чеченскую республику качественно новый уровень развития. Кто прав, а кто нет, покажет время. Однако есть и другая сторона этой медали. В последнее время некоторые эмигранты, в основном те, кто покинул родину в период боевых действий в Чеченской республике, стали понемногу возвращаться домой. Они стремятся к своим родным и близким, к своим историческим корням. Им не важно, будут ли у них трудности. Для них важнее находиться рядом со своим народом. Среди них немало грамотных молодых людей с хорошим потенциалом, образовательной базой, знанием языков, европейским умением выкладываться в работе. И таких людей местные власти всячески поддерживают изо всех сил, стараются помочь им в процессе интеграции в чеченское общество. Другие, наоборот, не спешат это делать, но неустанно заявляют о том, что они готовы вернуться в республику, как только придет время. По их мнению, в поствоенной республике якобы нет нормальных человеческих условий. На эти и другие вопросы мы вряд ли найдем сейчас ответы, но мы можем четко и однозначно разделить грань между такими понятиями, как даймох и гаймох. Обращение к соотечественникам. Мацхтона, койчарах, вайдайштона, сибрях. Вайд самоздогует, цадогует сабобош, ордина воши хаттардештон сар, сатуш, айна вайдайналь. Тоду ишташто, койчу дорштал. Рамзани кайкам биштон, тхадегни шахалдон, тон уже синтемхлер, контролер, дела ажа, отцу проблем шолша, отцул доно, баланш болша. Шайн чужим самадетнях, арах болнах, тодага дахкин. Сарги хадул, шун цадах пархто юшун, меттик юшун, шун цадах нек бушун. Ал твег дон, и дваш ала, тхадегни шдуагда, Рамзан, ховар, дерезуром. Да, сидойла. Между тем, в последнее время в Европе ситуация с мигрантами из Чеченской республики также изменилась кардинально. С улучшением общественно-политической ситуации в самой республике, приезжим из Чеченской республики стало намного сложнее доказывать миграционным властям необходимость предоставления им политического убежища. Таким вот незамысловатым образом некогда политические беженцы постепенно превратились в беженцев экономических, при этом им стало практически невозможно получить легальное убежище, и тем более иностранное гражданство. Тем не менее, по официальной статистике, на сегодняшний момент чеченцев в странах Западной и Восточной Европы, по разным данным, проживает около 100 тысяч человек. Сколько лиц перекочевало в другие государства незаконно, пересекая границы, доподлинно неизвестно. Зачастую такие лица скрываются от властей, опасаясь депортации, работая за гроши и практически сводя концы с концами, но зато не в России, а за границей. Те же, кто решается проникнуть в страну легально в целях осуществления своей мечты, придумывают различного рода легенды. К примеру, в ходу басни о том, что им пришлось пережить у себя на родине, каким страшным гонениям они подвергались со стороны российских и республиканских властей, как их не одни сутки держали в злочастных подвалах, пытая извращенными способами и так далее. И все эти сказки только с одной единственной целью – получить дополнительную гуманитарную похлебку и очередной рубль за ложь, очерняющая того или иного политика или власть. При этом человек практически даже не задумывается о том, что во имя мелкого и личного он клевещет на свой народ, на свою историческую родину. Между тем, современная мобильная связь и развитие всемирной паутины интернет позволяет человеку постоянно быть на связи, отслеживать политические и экономические изменения на родине. Этому, кстати, поспособствовала и инициатива нынешнего президента Чеченской республики Рамзана Кадырова с организацией выхода чеченской телерадиокомпании «Грозный» на спутниковое вещание.
Новости из первоисточника теперь можно смотреть, находясь практически в любом конце света. Чеченские диаспоры также могут отслеживать культурную жизнь в регионе, смотреть передачи о национальных традициях и обычаях чеченцев, о духовно-нравственном воспитании. Именно на возрождении культурных ценностей направлена действующая в республике президентская программа по духовно-нравственному воспитанию молодежи. По глубокому убеждению Рамзана Кадырова, возрождение должно начаться в первую очередь в душах людей. Оставаться настоящими чеченцами – вот главный принцип самого молодого президента России, которому нужно следовать и благодаря которому чеченский народ сможет возродиться не только экономически, но и духовно. عجوزون قواندا هاوزن نوخشي يازدر هوي بو نوخشي ارتست بو نوخشي علمانش بو نوخشي بوصل كورتا بولناخ بو سونير ناهيو قهوات سو امريكان شو قهوات سو غازق شو قهوات سون حلقة واحد سن президенту سو سيناريو. Сегодня Чеченской Республике как никогда необходим мир и гражданское согласие, собрать в одно единое целое разбросанные по странам и континентам чеченское общество. Именно сегодня нам как никогда необходимо объединиться и осознать себя частью единого и неделимого чеченского общества, вне зависимости от того, кто и по какую сторону границы находится. Именно этого и добивается наш национальный лидер Рамзан Кадыров, призывая объединиться всех по ту и эту сторону. Для этого нам необходимо всего лишь четко уяснить свое сегодняшнее положение и понять, в каком государстве мы живем, какое место под солнцем нам выделено и чего хотим добиться. Сегодня Чеченская Республика открыта не только для инвесторов, журналистов, представителей российской и иностранной политической элиты. Мы, конечно, готовы принять и своих соотечественников, разбросанных практически по всему миру. В Чеченской Республике больше не гремят взрывы, мирная жизнь налаживается. Строятся школы, дома, социальные и медицинские учреждения, мечети и так далее. И, конечно, не может не радовать тот факт, что уже сейчас только из Европы более 60% чеченских эмигрантов готовы вернуться домой. ليش عنده ستاتس بيجز لبو إذا تيجي تشتري تجيبه لبو بس تجيبه له ده قاعد يخلبو مثل بلبوش عشان كذا بس أنا إيش سانشو عم يشوف زوري تجري سانشو زوري تجري ده يشاهد نوس شايف كده سانشو شو زنا بس تيجي ده مش عارفه يوروبا بس أنا إيش يوروبا بخزيو يوروبا إيشن نوع شنو ده نوع بتسموه ده الموضوع إيش 100% 60% صباح كيس بلا بو غيدا ويش تعبالور بو ويتر غوديردو يتسينا алор ватялар ханзама дагучура ера ятвалар хмелгена холламасани гашпана лхидер дахарам егаш ахсуна قودي عاتن شو هوا وصونا نتقبلي وشربو نرزا حشودا ملا بيزا مخدزنا سيبك خونا دلا مخدزنا سيف دكونا دلال